Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Парень чудом остался жив, увернувшись от металлического листа, свалившегося на него сверху во время бури в Якутске. Видео от наших друзей криминальной Якутии. Трое мужчин попали в больницу в Верхневилюйске. Предварительный диагноз – ботулизм. Как сообщает пресс-служба Минздрава, заболевшие съели рыбные консервы, паштет из карасей домашней заготовки. Со слов заболевших, консервы были на вкус испорченными. Мужчины остались живы. Ботулизм очень легко перепутать с ишемическими нарушениями мозга. Диагноз был установлен верно и вскоре было начато лечение. Двое мужчин по санитарной авиации госпитализированы в Якутск. Один остается в районной центральной больнице. В Нерюнгри за грубые нарушения в приготовлении и реализации блюд закрыто кафе «У Али». Такое решение принял городской суд после проверки Роспотребнадзора. Срок действия – 3 месяца. Помимо нарушений в хранении продуктов, сотрудниками были обнаружены следы грызунов, которые могут способствовать распространению опасных болезней. Постановление вступило в законную силу. Тверской суд Москвы продлил до 5 августа срок ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Кроме того, суд продлил на тот же срок арест третьему фигуранту дела Артуру Максидову. Прокуратура полностью поддержала ходатайство следователя. Напомним, помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 миллиардов рублей. В группу «Сумма» входит единственный поставщик сжиженного газа в Якутии – компания «ЯТЭК». Авиапассажиры теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на большие компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать. Это стало возможным после вступления в силу изменения в Воздушный кодекс. Речь идет только о международных рейсах, поскольку поправки связаны с присоединением к Монреальской конвенции о унификации правил международных воздушных перевозок. На внутренних рейсах все остается по-старому. После реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» будет экспонироваться в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе. Напомним, в субботу полиция задержала мужчину, повредившего картину. Злоумышленник разбил стекло ограждения металлическим столбиком и повредил полотно. Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Как рассказала директор галереи Зельфира Трегулова, руководство одного из банков выразило готовность поддержать реставрацию и обеспечение безопасности картины в специальном бронированном стеклянном кейсе. Последствия разлива нефтепродуктов рядом с Якутском еще не устранены. К такому выводу пришли члены Общественного экологического совета при Минприроды Республики. Они продолжают держать ситуацию на контроле. Планируется очередной выезд группы общественников, которая будет давать объективную информацию о состоянии дел. В Якутске 13-летний подросток попался на краже. 34-летний мужчина пришел в интернет-кафе и, утомившись, уснул за компьютером. Проснувшись, обнаружил пропажу телефона Samsung стоимостью 4000 рублей. Воришку поймали в другом подобном заведении. Хоть ему и не грозит уголовное преследование, но это не значит, что подросток не понесет никакой ответственности. Перед комиссией по делам несовершеннолетних предстанут его законные представители, а вот сам несовершеннолетний поставлен на учет в ПДН. В Якутске зарегистрирован очередной факт мошенничества. Пострадал 60-летний житель Якутска. К нему позвонил якобы сотрудник банка и под предлогом технического сбоя узнал данные и реквизиты банковской карты. Также мошенник узнал реквизиты другой карты потерпевшего, куда начислялась пенсия. Общая сумма ущерба составила более 62 тысяч рублей. Проводится проверка. Уважаемые граждане, полиция и мы призываем вас быть бдительными и не реагировать на подобные телефонные звонки. Никогда не проводите операцию по телефону под диктовку третьих лиц и не сообщайте им данные ваших карт. За подделку паспорта будет грозить срок до 3 лет лишения свободы. Такое предложение рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас максимальное наказание 2 года. Кроме того, под статью Уголовного кодекса будут попадать хранение и перевозка фальшивых документов. Житель Новгородской области не смог укрыться от судебных приставов из-за собственного кота. Они пришли в его квартиру после того, как долг мужчины по алиментам приблизился к 800 тысячам рублей. Во время осмотра квартиры приставы обратили внимание на кота, который внимательно смотрел под диван.
Там должник и был обнаружен. Для того, чтобы его извлечь из-под дивана, пришлось поднимать спальное место. За воспрепятствование представителям власти в отношении мужчины составлен протокол. Позже выяснилось, что этот же мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Сразу 2 случая заболевания туберкулезом зафиксировали в школах Якутска. Наш корреспондент Лана Ильина выяснила, можно ли родителям быть уверенными в безопасности, отправляя ребенка учиться. В одной из столичных школ выявлено заболевание туберкулезом сразу у 2 учащихся. В первом случае болезнь уже перешла в открытую форму. 2 наши девочки, которая заболела и которая следом заболела. Но как только та заболела, сразу и 2-ю девочку туда положили в больницу. Они упустили. Ребенок часто болеющий был. И когда тут манту делали, ребенок постоянно отсутствовал и постоянно болел. В Роспотребнадзоре нам сказали, что случай этот единичный, а источник опасной инфекции – семья, то есть очаг заболевания именно дома, а не в школе. В школе 2 случая зарегистрированы. Это семейный очаг. По этим случаям все мероприятия проведены. В классе и в школах учителя, дети все обследованы, все прошли ФЛГ, рентген, диаскин-тест, манту прошли, и новых случаев не зарегистрировано. По словам специалистов, контактные лица обследования сейчас находятся под контролем. В целом ситуация с заболеваемостью туберкулезом в республике крайне напряженная. Очень много случаев, когда болезнь выявляет на поздней стадии. В группе риска подростки. Организм растет, требует много витаминов, а школьники зачастую едят на ходу и увлекаются фастфудом. Подростки у нас болеют как взрослые. Почему? Потому что они тоже зависимы. Это социальная болезнь, инфекционная болезнь. Поэтому она передается от больных людей, от бациллярных людей. И из контактов дети чаще всего заболевают. Первый год 10% детей. В республике Саха-Якутия заболеваемость детей в 2 раза больше, чем по России. Важно не забывать и об элементарных мерах профилактики. Мыть руки и лицо сразу после того, как пришли с улицы, проходить раз в год флюорографию, содержать дом в чистоте и укреплять здоровье. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. На этом у меня все. Будьте здоровы.